Доброе утро, Якутия. В эфире телеканал «Якутия-24» и НВК «Саха». Вместе с вами встречаем, фактически первый рабочий день наступившего 2023 года. Это «Утро Якутии», в студии Павел Танин. На этой неделе также со мной вместе с вами просыпаться будет и Дарья Анкехова. Сегодня, к сожалению, по объективным обстоятельствам ее в студии нет. Но я думаю, нам это не помешает зарядиться хорошим настроением, чтобы сегодняшний день провести максимально легко, потому что после затяжных выходных, конечно же, очень трудно вливаться в рабочий ритм, и поэтому много информации будет у нас о том, как раз таки, как себе помочь легко и просто начать работать после, напомню еще раз, затяжных выходных. Но о чем будем мы говорить сегодня? Во-первых, какие новогодние блюда считаются наиболее опасными для здоровья? Несмотря на то, что праздники, казалось бы, позади, впереди все же будут еще даты, которые можно будет отметить, и, соответственно, нужно быть готовым и не злоупотреблять теми или иными блюдами, чтобы здоровье сильно ваше не пошатнулось. Также расскажем, какие страны не отмечали Новый год 1 января, но в принципе традиционно 1 января они его не отмечают. Расскажем о новых светофорах, которые появятся по всей стране с 1 марта, но это не касается Якутии. Узнаем, что же это за, собственно, светофоры, почему наш регион они не придут с 1 марта. Если за эти выходные вы не смогли отдохнуть из-за ваших соседей, которые шумели, пели песни, гуляли, тогда как раз вам на помощь придет наша рубрика «Советы юриста». Поговорим и об ограничениях, связанных с COVID-19, которые возвращаются в ряд некоторых стран мира, и многое другое мы сегодня также будем обсуждать. Ну и, конечно же, напоминаем, что у нас есть телеграм-канал, можно подписаться, там тоже новости всякие появляются интересные, за которыми можете следить, которые можете читать, реагировать на них как-то. Найти наш телеграм-канал очень легко. Во-первых, QR-код на экране появился, можете его отсканировать при помощи камеры вашего смартфона. Ну или можете зайти в телеграм, написать «Утро Якутии» слитно, и все у вас получится. Ну и по традиции просим вас налить себе чашечку горячего чая или кофе, настроиться на трудовой день и послушать вместе с нами, какая же погода за окном сегодня нас ожидает. В центральных районах Якутии сегодня 39-34 со знаком минус. В заречной группе 48-39 градусов мороза. В южных районах 35-20. В Вилюйской группе минус 45, минус 38. В Нижнеленских минус 36, минус 35. В западных 39-22 со знаком минус. В Колымо-Индигирской группе Улусов 54-35 градусов мороза. В Янских 54-38. На северо-западе 56-38. В городе Якутске температура воздуха в 6 часов утра сегодня составила 39 градусов, атмосферное давление 754 миллиметра ртутного столба. Ветер северный 1 метр в секунду. Днем ожидается без существенных осадков, туман, ветер северо-восточный 1-3 метра в секунду. Температура воздуха сегодня днем ожидается 38-40 градусов мороза. Ну и следом за разговорами о погоде, конечно же, поговорим о том, какими событиями сегодняшний день отметился. Это мы узнаем в нашей рубрике «Даты и события». Сегодня Международный день хореографа, День статистического электричества, День абрикоса, День мирного соглашения и День игры в прятки зимой. По народному календарю у православных продолжаются святки, а кроме того, 9 января верующие чтут память Стефана, первого христианского мученика, происходившего из еврейской диаспоры. В Степанов день нельзя выбрасывать хлебные крошки, символизирующие достаток. Многие верят, что вместе с ними из дома выкидываются деньги. Остатки хлеба нужно скормить птицам или животным. Не принято в этот день работать по дому и охотиться, потому что это один из праздников рождественского цикла. Приметы в этот день. Если человек родился в день Степана, то он будет отличным хозяином и семьянином. Если 9 января туман, значит скоро оттепель. Если мелкие птички исчезли с улиц, жди сильного снегопада. Это день в истории. 1769 год. В России введены первые бумажные деньги-ассигнации. 1792 заключен Ясский мирный договор, завершивший русско-турецкую войну. 1877 организовано Всероссийское театральное общество, сегодня Союз театральных деятелей России.
1905 – Кровавое воскресенье, начало Первой российской революции. 1951 – официально открыто здание штаб-квартиры ООН в Нью-Йорке. 1973 – в Бразилии запрещается продажа репродукций картин Пикассо в связи с их аморальностью. В 1986 совершил первый полет самолет Ан-124 «Руслан», самый большой транспортный самолет в мире. 2007 год. Состоялась презентация сенсорного смартфона первого поколения iPhone. В этот день родились. В 1797 году Фердинанд Врангель, мореплаватель, адмирал, один из учредителей Русского географического общества. В 1921 Лариса Ратушная, партизанка, герой Советского Союза. Она спасла многих людей от смерти и угона в Германию, позволяя подпольщикам эффективно вести свою деятельность. В 1923 году родился Эдуард Савельевич Колмановский, советский российский композитор, народный артист СССР. В 1930 году родился Игорь Александрович Нетто, футболист, полузащитник московского «Спартака», капитан сборной СССР, олимпийский чемпион 1956 года, победитель Кубка Европы 1960 года, пятикратный чемпион СССР, заслуженный мастер спорта. Именины сегодня отмечают Антонина, Степан, Тихон, Федор. В наступившем году участников дорожного движения ждут значимые нововведения. За счет этого на дорогах станет безопаснее. Так, например, ужесточены правила использования средств индивидуальной мобильности. По пешеходным дорожкам и тротуарам разрешается передвигаться исключительно на средствах, вес которых не превышает 35 килограмм, а по правому краю дороги допускается ездить лишь тем, кто достиг 14-летнего возраста. Если случится авария, риски лягут преимущественно на водителя автомобиля, но и если, например, самокатчик собьет человека, его привлекут, самокатчика, к уголовной ответственности и взыщут денежную компенсацию. Введут новые дорожные знаки, которые запрещают перемещаться на определенных участках дорогах самокатчикам. Также новые знаки зарядных станций появятся, парковки для инвалидов и платных парковок. Кроме того, разработанные поправки к правилам сдачи на водительские удостоверения предполагается исключить из перечня документов заключение врача и запрашивать информацию напрямую у Министерства здравоохранения. Это позволит избежать фальшивых справок. А с 1 марта в России появится новый сигнал светофора. Об этом агентству Prime сообщил управляющий партнер юридической компании «Позиция права» Егор Редин. Так, под основной светофор добавится стрелка белого цвета с изображением пешеходов, которая располагается под основными цветами. Для жителей Якутска этот знак светофора знаком уже достаточно давно, потому что Якутия являлась одним из регионов пилотного проекта этого знака, поэтому в Якутске с 1 марта эти знаки не появятся, они уже есть. Стрелка вообще указывает на то, что по направлению движения обычно за поворотом пешеход имеет право переходить дорогу в связи с разрешающим сигналом светофора. Эта стрелка не вводит новых правил уступать пешеходам на перекрестке, водитель обязан и так. А стрелка предназначена для дополнительного информирования. Ранее этот сигнал уже работал в некоторых регионах в качестве эксперимента, напомнил Рейдин. По его словам, сигнал показал высокую эффективность, снизил аварийность. С марта 2023 года будет применяться по всей стране. Ну вот и отгремели новогодние праздники. Кто-то, наверное, еще хочет отдохнуть, кто-то, наоборот, ждал выхода на работу. Были среди них и те, кто работал вообще без выходных. И в числе них это, конечно же, сотрудники госавтоинспекции. Сегодня, начиная наш первый эфир 2023 года, мы позвали в гости наших дорожных полицейских о том, как прошли новогодние выходные, кто нарушал правила дорожного движения, сколько нетрезвых водителей было выявлено за эти дни, кому придется пересдавать водительские права по новым требованиям. Они уже заточились с прошлого года, к слову. Узнаем у нашего гостя, это начальник отдела ДПС управления ГИБДД МВД по Республике Саха-Якутия, подполковник полиции Николай Сергеевич Сухарев. Николай Сергеевич, доброе утро. Утро, с доброе. наступившим вас Доброе. праздником. Ну, вообще, как прошли новогодние выходные? Было ли что-то специфическое на дорогах? Или, в принципе, все достаточно таких, стандартных, дежурных рамках было? Новогодние праздники у нас прошли, как всегда, с усилениями. По республике направился отдельный специализированный батальон, которыми, кстати, была оказана помощь в Нерюнгринском районе, в районе поселка Чульман. Инспектора увидели автомашину, стоящую на аварийках в заглушенном состоянии. Остановились, решили проверить. Оказалось, что семья замерзает, машина была неисправна. Семью перевезли и на утро потом доставили эвакуатором автомашину. Это одно из оказаний помощи было. Также в Вилюйском районе, это в районе Горного села,
Автомашина Nissan X-Trail слетела с проезжей части. Никто из проезжавших помощь оказать не смог. Но так как в автомашине патрульный был УАЗик, спустились в кювет и достали водителя. Слава богу, без пострадавших, оказали помощь. А вообще часто вот бывает, если говорить про вот подобное спасение, или это все-таки, ну, как бы, не так часто случается, или же достаточно частая ситуация? Не так часто, конечно, но по мере возможности, ну не по мере возможности, а всегда при необходимости сотрудники госавтоинспекции оказывают помощь. Ну, а говоря конкретно про патрулирование, про нарушение правил дорожного движения, можно ли какие-то цифры сегодня уже сказать, что за новогодние праздники произошло, что больше нарушали? Ну, из самых грубых нарушений это водители в состоянии алкогольного опьянения, либо с признаками, отказавшись от прохождения. Задержано более 150 водителей по республике и без права на управление более 200. Ну, достаточно большие цифры. А в целом в новогодние каникулы, ну, не только, конечно, новогодние, много праздников в течение года бывают, в том числе и затяжных. Новогодние просто самые длинные. Насколько много патрулей выходит? То есть это же всегда усиление какое-то. Ну, республика была вся переведена на усиленный вариант с 26 декабря по 8 число. Ну и продолжать будет также усиляться. Ну, насколько, может быть, количественно увеличивается там, в 2 раза количество патрулей? Ну, практически в 2 раза стараемся усиливаться. В основном это, конечно, происходит в городе, так как основная масса движений и дорожно-транспортных происшествий у нас происходит на территории города Якутска. Но если говорить про город, где в основном ведется патрулирование, то есть это только центральные улицы или все-таки пригороды, может быть, какие-то пригородные маленькие улочки? Потому что водитель, опять же, если говорить про водителя в состоянии алкогольного опьянения, он может просто по одной улице с одного двора выехать, в другой заехать. Ну, это немного служебной тайной является, где у нас проводятся мероприятия. Водители, я думаю, знают, видят. WhatsApp-группы эти есть, ДПС, контроля. Работаем в местах по статистике, по анализу аварийности, по анализу выявления административных правонарушений. Берем анализ за последние 5 лет и отрабатываем. Ну вот, и завершая нашу беседу, как бы вопрос такой, сейчас у нас опять и зима, традиционно туман и так далее, аномальные холода наступают, иногда наоборот аномальное потепление. Что посоветуете водителям? Ну, это, во-первых, конечно же, скоростной режим, включать фары ближнего света и внимательнее следить за пешеходами, так как пешеходы у нас часто перебегают проезжую часть не в установленном месте. Николай Сергеевич, спасибо большое. С наступившим с Новым годом. Удачи на службе, конечно же, и поменьше нарушителей. У нас сейчас короткая пауза, после которой мы вернемся. Коллеги, доброе утро. Доброе утро, Якутия. Сейчас блок новостей. Глава республики Айсен Николаев сообщил, что регион находится на первом месте по Дальнему Востоку по реализации программы социальной газификации. Темпы в этом году возросли в 6 раз в сравнении с прошлыми годами. За год компанией «Сахатранснефтегаз» построен исторический максимум газопроводов свыше 230 километров. На сегодня порядка 3000 семей республики получили газ в свои дома, написал глава в Телеграм. В Таиланде начнут требовать при пересечении границы и предъявлении документа о полном курсе вакцинации от коронавируса. Об этом сообщают азиатские СМИ со ссылкой на управление гражданской авиации страны. Такие требования начнут действовать в отношении пассажиров сегодня. В управлении гражданской авиации отметили, что уведомили все стороны об изменении правил для людей старше 18 лет, прибывающих из-за рубежа. Ну а с 1 января в Якутии увеличилась величина прожиточного минимума и составляет 21 706 рублей в среднем на душу населения, сообщает региональный Минтруд. По основным демографическим группам населения его величина равна: для трудоспособного населения 23 660 рублей, для пенсионеров 18 667 рублей, для детей 22 560 рублей. Прожиточный минимум на этот год установлен в особом порядке с учетом опережающего увеличения в течение отчетного года в связи с ростом цен. Рост по сравнению с январем прошлого года составил 13,6%.
Объем перевозок грузов в России внутренними водными путями по плану должен вырасти почти до 119 миллионов тонн. Объем перевозок пассажиров до 11 миллионов человек. Такие задачи поставлены перед внутренним водным транспортом страны в рамках реализации транспортной стратегии до 2030 года. Для реализации данных показателей планируют увеличить протяженность внутренних водных путей. Как сообщает Росморречфлот, такие меры повысят эффективность работы транспортного флота за счет сокращения рейсооборота, а на отдельных участках увеличить загрузку судов, обеспечить безопасные подходы к портам и причалам общего пользования. В Якутске проводят 10-й рождественский фестиваль искусств. В Русском театре гостей встретили на большом рождественском концерте. Примерно 350 зрителей пришли посмотреть и послушать рождественские песни и танцы. Праздничную программу представил симфонический хор, струнный ансамбль, а также ансамбль саксофонистов филармонии Якутии, учащиеся детской школы искусств номер 1. Концерт организован на безвозмездной основе Якутской епархии, Государственной филармонии и Русским театром. 10 лет назад Государственная филармония, которая взялась патронировать этот рождественский фестиваль искусств, задала очень высокую планку. И мы были рады тому, поскольку сам праздник, он требует вот такого ответственного очень участия. У нас очень много есть произведений, музыкальных, песенных, посвященных Рождеству Христову, которые нужно вспомнить, которые нужно сохранить, которые нужно передать детям и нашему молодому поколению. У якутского быка холода застряется кончик рога, мороз набирает полную силу, начинаются крещенские морозы. Во многих населенных пунктах Якутии накануне утром зафиксировали морозы ниже минус 50 градусов. Холоднее всего в Эймиконе, где столбик термометра упал до минус 56. В Желенде отмечено минус 55. В Верхоянске и Усть-Нере минус 54. С 31 января морозы начнут ослабевать. В этот день острие у обоих рогов быка холода притупляется. 12 февраля у быка ломается первый рог, морозы заметно ослабевают. 24 февраля ломается второй рог, и морозный период года заканчивается. Красота в ритме танца. Премьера на нашем канале. Танцуй. Скоро. Утро Якутии продолжаем встречать сегодняшний день. Все больше стран вводят или обсуждают ограничительные меры для путешественников из Китая в связи с масштабной вспышкой COVID-19 в этой стране. После ослабления жестких мер в КНР резко возросло число заболевших и умерших. Об ограничениях уже объявили США, Франция, Южная Корея и Великобритания. Япония также заявила, что ужесточит меры для путешественников из Китая, требуя отрицательных тестов на COVID до и после прибытия. Кроме того, 4 января прошла встреча представителей органов здравоохранения ЕС. Они выдвинули ряд предложений, в том числе рекомендовали, чтобы все пассажиры на рейсах из Китая были в масках. Нам принято считать, что Новый год, прошедший праздник, это такое общемировое событие, и весь мир с нами в едином порыве отмечает его 1 января. Однако существуют страны, где 1 января Новый год не отмечают вообще. И давайте же узнаем, где же вот такие традиции есть. Китай. Вы тоже перед Новым годом узнаете, год какого животного наступает по восточному календарю. Особенно популярны приметы, разрешенные блюда на стол, определенные цвета. Однако в Китае Новый год наступает значительно позже всего мира. Поэтому и хозяин года приходит позже. Традиционно эта дата 2-го новолуния после 21 декабря. В этом году 22 января. Китай отмечает наступление Нового года очень ярко. Зажигаются фейерверки и фонари. Проводятся фестивали. Корея. Вместе с китайцами в Новый год празднуют и в Южной Корее. Этот праздник у них называется Саллаль. Совсем недавно у них прижилась традиция отмечать праздник 1 января. Но традиционному Саллалю они не изменяют. Правда, в отличие от китайцев, они празднуют 3 дня. В основном в
кругу семьи. Есть особая традиция отмечать Новый год на востоке страны, чтобы первыми увидеть лучи новогоднего солнца. Бали. На этом популярном у туристов индонезийском острове отмечают два новых года. Один, как и во всем мире, а другой по балийскому летоисчислению. Чаще всего весной в день равноденствия. По легенде, в Индонезию этот день календарь привез яванский король. Он используется с 78 года нашей эры. Так что по балийскому календарю на острове наступит 1945 год вместо 2023 года. Иран. В Иране большая часть населения мусульмане, поэтому Новый год они отмечают практически на 3 месяца позже. Новый год в Иране приходит вместе с первым днем первого месяца весны Фавардина. Также Навруз или Новруз, иранский Новый год, отмечается у тюркских народов, которые используют солнечный календарь. Этот день обычно совпадает с днем весеннего равноденствия, а 21 марта объявлено днем Навруз. Саудовская Аравия. Эта мусульманская страна славится своими строгими запретами и законами. Итак, здесь законодательно запрещено отмечать Новый год по григорианскому календарю. Нельзя продавать новогоднюю символику, выражать радость 1 января. Причем это касается и туристов. Новый год в этой стране отмечается согласно дате календаря хиджры, которая произошла в 622 году. Израиль. В Израиле Новый год также отмечается отдельно от всего мира, а именно осенью. Этот праздник называется Рош ха-Шана, и он отмечается традиционно в новолунии месяца Тишри. Поэтому дата праздника каждый год разная. Кстати, в Израиле сейчас идет 5783 год, а не 2023, как во всем мире. Индия. Эта многокультурная страна не имеет определенной даты празднования Нового года. Каждый штат, а их всего 29, решает дату наступления Нового года в зависимости от вероисповедания жителей. Как минимум, здесь отмечают наступление года около 4 раз. Традиционный Новый год 1 января стал отмечаться в Индии сравнительно недавно, но уже пользуется популярностью среди жителей. Вьетнам. Во Вьетнаме Новый год также является самым важным и популярным праздником. Только отмечается он в период с конца января до середины февраля. Вьетнамский Новый год называется Тет и празднуется около недели. Традиционно он считается праздником семьи, поэтому даже путешественники стремятся вернуться домой в это время. Бангладеш. В этой стране празднуется бенгальский Новый год, который отмечают бенгальцы, независимо от исповедуемой религии. Эти народы живут в Бангладеше, Западной Бенгалии и в некоторых общинах Индии. Обычно Новый год в Бангладеш и в местах проживания бенгальцев отмечается 14-15 апреля. Дата основана на исчислениях индуистского солнечного календаря. Эфиопия. Эфиопия, в отличие от остального мира, живет по юлианскому календарю. Здесь Новый год отмечается 12 сентября и называется Энкутаташ. День также празднуется как завершение сезона дождей и сбора урожая. Кстати, в Эфиопии отличается и летоисчисление. В новое тысячелетие страна вступила только в 2008 году. Голубой тунец массой 212 килограммов был продан за $271 тысячу на первых в этом году торгах в Токио, участие в которых считаются престижными для ресторанного бизнеса. По данным организаторов аукциона, рыбу привезли из порта Ома в японской префектуре Аомори на севере страны. Вес рыбы составил 212 килограммов. В этом году цена оказалась довольно низкой. В 2019, когда был установлен рекорд таких торгов, стоимость 278-килограммового тунца превысила $3 миллиона. Среди представителей ресторанной отрасли Японии считается, что покупка главного лота на первых торгах года поможет успешному ведению бизнеса. Это также позволит привлечь клиентов, выстраивающихся в очереди, чтобы попробовать самую дорогую рыбу. Ранее аукцион проводился на рынках Сукидзе, и после его ликвидации местом проведения торгов стал рынок Тойосу. Вот говоря про ресторанный бизнес, после новогодних праздников, семейных посиделок нам обычно хочется выйти в люди, посещать места общепита, рестораны, бары, кафе. А для того, чтобы выглядеть подобающим образом в подобных заведениях, необходимо знать простые правила этикета. Какие, мы расскажем в нашей рубрике.
Правильно подойти к столику в ресторане – настоящий квест. Согласно этикету, мужчина должен отодвинуть стул для дамы, чтобы она могла сесть. Если девушка пришла в ресторан одна или в компании подруги, стул должен подвинуть официант. Садиться следует не очень близко, но и не слишком далеко от края стола. Дурным тоном считается положить на стол локти, а вот кисти в самый раз. Для того, чтобы разобраться с меню и своими желаниями, требуется время, поэтому не стесняйтесь попросить официанта подойти к вашему столику через 5-10 минут. Кстати, когда вы выбираете, что съесть на закуску или горячее блюдо, отрывать меню от стола нельзя. Привлечь внимание официанта иногда бывает непросто. При полной посадке персонал не может реагировать на просьбы всех гостей моментально. Избегайте таких обращений, как «эй», «мужчина», «женщина» и других фамильярностей. Не стоит также размахивать руками. Обратить на себя внимание поможет легкий кивок головы или слегка приподнятая рука. Зовите официанта по имени, указанному на бейджи. Это наиболее вежливый способ коммуникации. Самые опасные для здоровья новогодние блюда назвала в беседе с Мослентой главный диетолог Москвы Антонина Стародубова. Наиболее опасными пищевыми продуктами, которые могут стать причиной отравления или инфекционных болезней, передающихся с пищей, являются многокомпонентные салаты, в том числе заправленные сметаной или майонезом, кондитерские изделия с кремом, блюда из рубленого мяса птицы, рыбы, а также заливное, паштеты, студень и прочее, сказала эксперт. Во время покупки готовых блюд Стародубова призвала обратить внимание на время изготовления и срок хранения. Также она предупредила, что нарушение технологий приготовления блюд, их неправильное хранение и несоблюдение правил личной гигиены могут стать причиной отравления. По словам диетолога, если вы почувствовали себя плохо после новогоднего застолья, заболели, следует сразу обратиться за медицинской помощью. Вообще, новогодние праздники – это время, когда обязательно хочется побаловать себя вкусностями. Столы как дома, так и в гостях ломятся от салатов, закусок, мясных блюд, газировок, алкоголя и прочих гастрономических радостей. Однако, если совсем перестать контролировать свое питание, можно столкнуться с не очень приятными последствиями. Мы собрали несколько рекомендаций, как не перегрузить желудок и остаться здоровыми после новогодних каникул. Во-первых, есть маленькими порциями через каждые 2-3 часа. Это позволит всегда оставаться сытыми и избежать переедания. Нужно начинать очередное новогоднее застолье. Лучше, конечно, с овощей и зелени. Они содержат клетчатку, благодаря чему утоляют голод и помогают усвоить тяжелую пищу. Заменить майонез в салатах можно различными соусами на основе натуральных компонентов. Колбасные изделия лучше заменить на домашнюю ветчину и буженину из курицы или говядины. Конечно же, лучше ограничить употребление продуктов, содержащих консерванты, в том числе это, конечно же, соление, копчености, потому что они удерживают жидкость в организме и препятствуют выводу токсинов. Самое распространенное и очевидное, это, конечно же, постараться максимально отказаться от алкогольных напитков. Также рекомендуется исключить газированные напитки. И, в общем, в принципе, это основные советы, как же спастись от переедания в эти праздничные дни, которые прошли. И еще некоторые праздники, конечно же, нас ожидают. Но мы, конечно же, теперь настало время узнать, что советуют нам звезды на этой неделе. Овны. Для овнов эта неделя складывается очень гармонично. Состояние здоровья, скорее всего, не будет вызывать никаких опасений. В столь бодром и энергичном состоянии у вас получится относительно легко решать многие практические вопросы. Это хорошее время для приобретения домашнего животного. А если оно у вас уже есть, то можно заняться благоустройством его жилья. Тельцы. Тельцам на этой неделе не скрыться от любви. Если вы давно встречаетесь с любимым человеком, то на этой неделе ваши взаимные чувства станут еще более яркими. Это идеальное время для совместных туристических поездок, отдыха где-нибудь на берегу теплого Южного моря. Близнецы. Близнецам на этой неделе предстоит сделать многое для благоустройства своего жилища. Для этого у вас будет достаточно энергии, сил и желания. Также на этой неделе можно заниматься вопросами наследства. Это удачное время для покупки мебели или дорогой бытовой техники в кредит.
Раки. У раков эта неделя будет связана с улучшением отношений с партнерами по браку и бизнесу, а также со знакомыми, соседями и родственниками. Это время примирения, когда стоит забыть прошлые обиды и недоразумения. Не только вы сами, но и окружающие люди будут настроены на конструктивный диалог. Львы. Эта неделя больше подходит тем, кто привык не столько говорить, сколько делать. Ваша сила сейчас в умении решать практические вопросы. Также это подходящий период для начала курса диеты, направленной на оздоровление организма и избавление от лишнего веса. Девы. У дев эта неделя пройдет на оптимистичной волне. Это особенно почувствуют те, кто влюблены. Романтические отношения будут расцветать пышными яркими цветами. Фантазия и желание найти себе творческое выражение откроют новые грани ваших талантов. Весы. Весам эта неделя запомнится своей задушевной теплотой, которую подарят веселые посиделки с друзьями на кухне, доверительные разговоры по вечерам с родными и близкими. При этом очень важно, чтобы у вас была возможность уединиться от всех и какое-то время побыть в одиночестве. Это необходимо для осмысления прошедших событий и обретения душевного равновесия. Скорпионы. Звезды советуют скорпионам на этой неделе вести активный образ жизни, много общаться, совершать поездки и развлекаться. Целью этой недели должно стать получение новых впечатлений и расширение круга дружеского общения. В этом вы не только преуспеете, но и найдете неиссякаемый источник положительных эмоций. Стрельцы. Стрельцам на этой неделе, скорее всего, удастся добиться успехов в тех делах, которые вы себе запланируете. Звезды ждут от вас энергичных и смелых поступков. На этой неделе вам представится шанс продвинуться вперед в достижении своей цели на один или несколько шагов. В целом, эта неделя складывается на редкость гармонично, никаких осложнений не предвидится. Козероги. Козерогам звезды советуют на этой неделе проявить здоровый эгоизм и заняться собой. Подойдите к зеркалу, осмотрите себя в полный рост и подумайте, что вам в себе не нравится и что хотелось бы изменить. Если есть проблема с лишним весом, то можно взять абонемент в спортивный зал или фитнес-клуб и начать интенсивно тренироваться. Водолеи. Водолеи звезды советуют использовать свободное время для более углубленного изучения психологии. Основная цель этой недели – познать себя, свои внутренние резервы. Если у вас есть психологические комплексы, то в этот период сможете скорректировать свои внутренние проблемы и обрести более высокую степень свободы. Рыбы. У рыб на этой неделе, скорее всего, значительно укрепятся отношения с партнером по браку и бизнесу. Все вопросы в супружеских отношениях будут обсуждаться в гармоничной атмосфере, доброжелательно и конструктивно. Это прекрасное время для планирования совместного будущего. Например, можно продумать крупные покупки для дома, выбрать, куда отправиться отдохнуть. Но мы надеемся, что у каждого минувшие выходные прошли спокойно, и каждый отдыхал и уважал своих соседей, не нарушал время тишины. Ведь порой невоспитанные люди и те, кто ведет асоциальный образ жизни, своим аморальным поведением не дают спать соседям, забывая, что есть определенный свод законов и правил соблюдения тишины, чтобы жить с соседями в мире и согласии. А что делать, если все-таки ваши соседи не дают вам отдыхать в ночное время? Мы узнаем об этом из рубрики «Советы юриста». Доброе утро, дорогие телезрители! Сегодня мы поговорим о шуме, именно о шуме в нашей квартире. Итак, напоминаем, что с 8 утра до 21 часа у нас, в общем-то, можно шуметь, да? Дальше, получается, с 10 часов утра до 22 часов по выходным также вроде бы можно, да? Да, в ночное время запрещается. Также у нас установлена отдельная норма в Якутии, то есть у нас установлен перерыв с 13 часов до 15 часов, когда запрещены именно ремонтные работы и звуковоспроизводящее оборудование. То есть не на все нормы, которые устанавливает закон, а только на ремонт и, собственно, проигрывайте телевизоры, которые сильно шумят. Если регулярно на протяжении продолжительного периода, там, допустим, хотя бы в 3, в 4, в 5 дней, вы слышите очень громкие шумы в ночное время, то, соответственно, можно обратиться в Роспотребнадзор, провести замеры и установить, что этот шум, правда, превышает допустимые пределы, и обратиться к соседям. Если вы не сомневаетесь, что это ночь, и вдруг у вас поют, кричат, ремонтируют, применяют пиротехнику под окном, конечно, смело вызываем участкового, составляем протокол об административном правонарушении, привлекаем соседей, которые страдают вместе с вами, и данный материал отправляется для того, чтобы уже вынесли штраф и на виновника его наложили.
Что для этого нужно? Ну, во-первых, нужно все-таки зафиксировать, если вдруг шум имеет какую-то периодичность, то есть вы вызвали участкового, уже все тихо и спокойно, нужно зафиксировать его на видео. Далее мы стучимся в соседнюю квартиру, просим вашего любимого соседа также подписать акт о том, что правда соседи шумят, невозможно жить. Потом все эти материалы передать участковому. Если речь идет о том, что у вас открылся, например, новый магазин под окнами, и почему-то погрузку он осуществляет именно ночью, или техника у него работает ночью, решили там асфальт укладывать, это уже другой вопрос. То есть обращаемся в Роспотребнадзор. В первую очередь Роспотребнадзор выезжает, проводит из вашего окна замеры шума, составляется акт Роспотребнадзора, направляется виновнику, и он уже должен принять меры. Если не примет, ну, соответствующие санкции на него будут наложены. Если громко работает оборудование дома, то есть это может быть котельное оборудование, которое слишком громко, некорректно работает. Это может быть лифт, который вот прям шумит невозможно, то есть явно какой-то звукоизоляции не хватает, и все это в квартире слышно. Обращаемся в управляющую компанию. Обратились, управляющая компания бездействует, но вы уверены, что этот шум превышает нормы в дневное, ночное время, да, что жить невозможно, также это нарушает ваши права, обратились в Роспотребнадзор, провели замеры и также потом продублировали заявление в прокуратуру, потому что, ну, это нарушает возможность вашу жить, отдыхать в этом жилом помещении, то есть его эксплуатировать по назначению. Ну а через несколько часов в столице региона состоится открытие республиканской научно-практической конференции «Шаг в будущее». Сколько участников собрала конференция? И есть ли нововведения? Об этом поговорим с гостем студии. Это ректор Малой академии наук Республики Василий Климович Павлов. Василий Климович, доброе утро. Доброе утро. Ну что ж, вы прям с корабля на бал, можно сказать, праздники закончились, сразу начинается конференция. Вообще, сколько участников в этом году ожидается? Какова география? То есть со всей республики съезжаются? Это у нас традиционная конференция, проходит после Рождества и до Старого Нового года. 27-й раз мы это проводим. В этом году у нас очень много участников, 1700 проектов. Все районы, улусы нашей республики участвуют. Некоторые, которые не приехали, участвуют онлайн через системы, которые у нас имеются. Ну и дети уже приехали. Некоторые северные улусы, значит, отправили детей еще на елку главы, и они еще остались. Да, то есть Новый год здесь встречали? Да, Новый год здесь встречают более 2000 человек, это очень много, и 350 экспертов. А сколько секций будет работать в этом году? Ну, у нас всегда было традиционно 34 секции. В этом году мы добавили еще 5, потому что география, как говорится, и расширилась, и также расширились направления. Это у нас, получается, сквозные информационные технологии, биотехнология, агрикультура, еще так называемый ландшафтный дизайн, городской дизайн, урбанистика. И то, что нам очень нравится, это геология и палеонтология. В них у нас есть успехи. Ну и, соответственно, творчество креативной индустрии. А помимо новых секций еще какие-то новинки? Да, новинки такие, что у нас всегда была такая идея, что мы хотим добавить еще и часть защиты на английском языке. В этом году оно будет более специализировано, отдельно для тех ребят, которые желают. Это у нас будет уже 11 числа отдельно. То есть ребята со своими проектами на английском языке тоже будут выступать. А вот вообще темы участников из года в год меняются ли? Или, в принципе, ну, грубо говоря, в прошлом году одни выступили с темой, потом на следующий год другие с этой темой? Но наука — это такая традиционная отрасль на самом-то деле, потому что в науке всегда необходимо опираться на знания, которые получены еще предыдущими поколениями. Поэтому в многих школах дети сами продолжают то направление, которое старшие товарищи еще начали. Поэтому часто бывает такая очень хорошая традиция тех или иных исследований, которые проводятся. Новые тоже есть, потому что наука меняется, интересы детей тоже меняются, и у нас появляются новые такие направления, которые связаны, например, у нас сейчас активно и так называемые программные технологии, да, так сказать, программирование, кодирование, это все есть. Ну, вот говоря про то, что вот опираются на старые исследования, то есть наука традиционно
традиционное ремесло, даже можно сказать так. А есть ли, может быть, какие-то темы, 27 лет конференции, это достаточно большой срок, было ли за это время были ли темы, которые потом поддерживались учеными, и, может быть, даже уходили вот туда в высокую науку, скажем? Ну, у нас сейчас очень активно идет разработка технологий, которые связаны с космической индустрией, да, инженерией. И вот сейчас ребята, которые в свое время проекты проводили через наши «Шаг в будущее», они расширили его, и сейчас в наши проекты вовлечены проекты этих детей Московский государственный университет, Институт ядерной физики и так называемый университет технологический Решетнево, Красноярск. То есть сейчас примерно 15 спутников, с которыми наши дети работают. Мы принимаем, у нас Малая академия наук, сигналы оттуда, программируем отсюда и смотрим там сверху, что происходит. Здорово, на самом деле. А вообще помимо вот такого опыта, да, вот сейчас про спутники мы поговорили, на самом деле, это уже звучит даже так, восхитительно. А помимо этого, что участникам этой конференции «Шаг в будущее» до участия дает? Это опыт, да, первые шаги в науку. Наука — это очень такая специфическая отрасль, в которой все необходимо делать по определенным шаблонам, методикам. То есть дети учатся по методике, но самое главное, наш «Шаг в будущее» дает возможность детям коммуницировать. Да? Это, то есть рассказывать о том, какие у них идеи, исследования. Самое важное — донести то, что вы сделали, открыли. Да? И это вот наши дети учатся. Ага. Ну вот «Шаг в будущее», наша региональная, да, республиканская конференция. А дальше есть ли какой-то этап, вот если на «Шаге в будущем» в Якутии победить, куда пойдет дальше участник? Значит, 250 детей, которые самые лучшие проекты 250, они у нас получают рекомендации, участвуют в международных, российских, федеральных конференциях, конкурсах. И это очень такой сильный у нас этап, в котором мы выявляем наиболее талантливых и интересные проекты, которые потом продолжают жить. Но я скажу, что наша конференция — это самая большая в нашей стране, такого нету. Да, так сказать, ни один из регионов Российской Федерации не проводит такое большое мероприятие, особенно в начале года. Ну, всегда приятно, когда есть что-то, чему могут у нас поучиться. Да. Ну и самое главное — это перечневая вещь, мероприятие Министерства просвещения. То есть это все учитывается при поступлении в вузы. Здорово. Ну и вот такой вопрос, опять же, да, масштабы большие, да, количество участников. По поводу того, нужно ли детей нагружать вот научной работой. То есть в первую очередь все-таки вот это желание заниматься наукой должно идти от самого ребенка, или же, иногда же бывает такое, что нужно его подтолкнуть к этому. Вот он не хочет, а это может быть вот его призвание. Самое лучшее, когда все исходит от самого, действующего лица, да, в этом случае нашего ребенка, обучающегося, школьника. Это так называемый процесс целеполагания, который является основой любого творческого подхода, да, к которым и относятся научные исследования. Дети сами рождаются исследователями, да, но потом мы их пытаемся от этого отучить, но они все-таки могут пробиться и стать учеными. Ага. Ну вот, допустим, участники «Шага в будущее», да, по большей части все-таки это вот собственное стремление, или где-то бывают же, опять же, в школах, да, учитель видит потенциал просто. Ну, естественно, да, кстати, тут у нас же вся деревня, как говорится, участвует, да, так сказать, в этом процессе, да, и это очень хорошо, потому что мы научное сообщество переводим уже на уровень всего сообщества, которое есть, да, так сказать, и это очень важно. И они помогают детям, да, и это развитие, оно дает очень сильный толчок, но и при этом все равно, вклад детей очень сильный, да, так сказать, и он все время расширяется, развивается. Ну вот очень хорошо вы сказали, что ребенок, он рождается исследователем, и потом пытаемся эту исследовательскую жилку задавить, да кто-то пробивается. Много ли сегодня в Якутии детей занимаются наукой? Вот высок ли интерес? Да, очень высокий интерес, потому что у нас есть своя платформа 14.ru. Вот, это очень важная такая платформа, в которой больше 20 тысяч детей зарегистрированы, те, которые интересуются наукой. То есть каждым разом все больше и больше. Ну и хочу еще раз отметить, что все те вот достижения, которые у нас проводятся, победители наши, да, нашей конференции, они все регистрируются в государственном информационном ресурсе. Это идет в копилку нашей республики также. Здорово. Василий Климович, спасибо большое, что в нашу студию пришли.
пришли. Отличного вам открытия, отличной конференции. Участникам я тоже желаю выступить на высоте. Ну и самое главное, получить для себя хорошие впечатления, хорошие эмоции и просто отлично провести время. Ну а прямо сейчас эфир наш продолжат наши коллеги из информационной службы, которые готовы рассказать о последних новостях. Красота в ритме танца. Премьера на нашем канале. Танцуй. Скоро. Якутия, доброе утро. Далее блок новостей. На участке трассы Лена, проходящем по территории Амурской области, в ходе ремонта взамен гравийно-щебеночного уложили двухслойное асфальтобетонное покрытие. Предварительно укрепили и основание дороги щебнем. Еще 2 гравийно-щебеночных разрыва устранили в рамках ремонтных работ. Благодаря капитальному ремонту твердое покрытие приобрели еще 5 отрезков федеральной дороги в Якутии. На каждом уложили трехслойное асфальтобетонное покрытие толщиной 22 сантиметра, усилив основание дороги. На этих 5 объектах отремонтировали 7 водопропускных труб и уложили еще 16 новых. Бюджетникам следует ожидать роста зарплаты в этом году минимум на 8%. Этот показатель уже заложен в федеральном бюджете до 2025 года. Глава Министерства финансов Антон Силуанов утверждает, что ускоренными темпами повышают денежное содержание для работников сферы правоохранительных органов и военнослужащих. Повышение их финансового обеспечения регулярно индексируется в соответствии с уровнем инфляции. На индексацию зарплат бюджетников в текущем году планируют выделить не менее 1 триллиона рублей. Миноборнауки в 2023 году выделит ведущим организациям, выполняющим научные исследования и разработки, 16 миллиардов рублей на обновление оборудования. В настоящее время Федеральное министерство проводит отбор заявок на получение грантов. По результатам проведенных отборов были приняты решения о предоставлении грантов 273 ведущим организациям из 46 субъектов на общую сумму 37,5 миллиардов рублей. Отмечается, что обновление материально-технической базы повысит уровень технической вооруженности сектора исследований и разработок, что отразится на получении прорывных результатов. Накануне архиерейская рождественская елка в 10-й раз прошла в Якутской духовной семинарии Якутской епархии. Представление посетили дети из многодетных и малоимущих семей. В организации детского праздника активное участие приняли детская школа искусств и филармония Якутии. Концертную программу рождественского торжества открыл симфонический хор, а учащиеся театрального отделения детской школы искусств показали добрую рождественскую сказку с героями известных мультфильмов. Завершилась архиерейская елка вручением подарков каждому юному зрителю. Архиерейская елка, которая проводится в рождественский период, и она посвящена празднику Рождества Христова. Елка традиционно с древности воспринимается как не просто символ Нового года, но символ Рождества Христова. И сегодня многие дети из различных семей с различными в этом отношении и проблемами, и радостями своими приходят сюда, на эту архиерейскую елку. В историческом парке «Россия. Моя история» представили рождественскую сказку по мотивам произведения жительницы Мирнинского района Любови Винц. Сценарий сказки написали сами сотрудники исторического парка. В ней рассказывается, как дух холода Чизхан вместе с якутским мифическим быком олицетворяют снежную зиму. Отрадно, что юные якутяне самостоятельно приняли участие в этой интерактивной сказке и стали ее героями. Во время показа у детей была возможность отобразить на песке сюжет и содержание сказки. Новшеством нынешнего года является интерактив. Мы хотели показать, что своими действиями люди могут сотворить, дети могут участвовать в волшебстве, и чтобы они этому поверили. Затем у нас идут новогодние игры, поскольку дети приходят на новогодний фестиваль в исторический парк, они узнают про историю Нового года в образовательной игре, где есть элементы квеста, есть, соответственно, мастер-классы, и мы показываем фильм «Бейберкян 2» режиссера Константина Тимофеева, запросив, конечно же, у него добро.
В новогодние праздники в Оймикон приехали туристы из разных регионов страны. Самым экстремальным развлечением для гостей на полюсе холода стали купания в незамерзающих источниках. В эти дни температура наружного воздуха в Оймиконе приближалась к отметке минус 60 градусов. Бодрость духа и незабываемые ощущения для гостей были гарантированы. К текущему часу это все новости. Всего доброго и удачного дня. И последний. Известный блогер Эркин, питерский якут, справил Новый год в Якутске. Сейчас он работает над 2 проектами. Как отметил блогер, якутская земля вдохновляет его, поэтому экстремал решил провести зимние месяцы в столице Якутии. Подробнее о проектах блогера в материале Марферины Алексеевой. Игорь Ермаков, известный нам как Эркин, питерский якут, усердно работает над монтажом фильма «Кочевники Ледовитого океана». Осенью блогеру посчастливилось в качестве видеооператора пройти уникальную экспедицию в Арктику на остров Бенетта. 2-часовую картину Эркин планирует показать на большом экране уже в этом году. Я сейчас этим летом ходил в экспедицию с Русским географическим обществом, якутским отделением. Я вот стал членом якутского именно отделения РГО. И мы сходили в экспедицию в Арктику на остров Бенетта. 2 года мы пытались это сделать. Это была 2-я попытка. И сейчас я сделаю фильм. Основная большая работа моя, то есть порядка 2 часов. Я хочу его в прокате, если сделаю качественно. Но сейчас основная это моя работа. Вот работа с фильмом. Документальный фильм, да? Ну, документально-приключенческий я бы его так назвал. Потому что он вперемешку все. Я хочу новый стиль выработать кинематографа, если получится. Был опыт ранее? Нет? Ну, первую часть я уже сделал. И когда мы сходили, неудачная была попытка. Это был мой первый опыт. Я с нуля вот сидел, не знал, как это делается, и сам придумывал. То есть уже один фильм есть, кусочек. Но, учитывая этот опыт, я делаю уже сейчас что-то более профессионально, хотелось бы. Новогоднюю ночь Эркин разделил со своими друзьями. Отметить этот праздник в Якутске он хотел давно. В этом году все сложилось как надо. С большим удовольствием я оказался в Якутске. Вот Новый год, посетил всех друзей. То есть для меня действительно этот Новый год такой оказался особенный, потому что для меня Якутия стала такой душевным местом, в котором я себя чувствую очень комфортно, несмотря на все эти трудности, неудобства, холод. То есть я в этом что-то свое нашел, и мне комфортно. Поэтому комфортно делать фильм сейчас, нужно вдохновение, его много надо, и здесь я его именно вот ловлю. Когда делал первую часть, я и в Питере делал, там не то немножко. Вот как-то нет той атмосферы, которая нужна для того, чтобы что-то сделать такое качественное, хорошее. Пожалуй, самый популярный вопрос Игорю от подписчиков: почему Эркин? Оказалось, блогер выбрал имя по звучанию. Значение узнал уже позже. И захотел именно якутское имя. Вот такое у меня было желание. Я просто набрал в Яндексе якутские имена, перевод. Выбрал там список имен на первой же попавшейся ссылке. Сначала выбрал по значению, а потом уже стал по звучанию. И из тех, которые 10 мне понравились по значению. Вот Эркин было среди них. Но там было написано «Честный Эркин». Хотя это не так. Почему-то на этом источнике было так написано. Но мне Эркин понравилось по звучанию. Как я вот Эркин, как Эркин, питерский якут. О, классно звучит, здорово. А потом узнал, что это тюркское имя. Я его значение не знал, когда выбирал. А когда уже меня стали знать как Эркина, мне стали говорить какое-то имя у разных тюркскоязычных народов. Что оно означает. Что там вольный, свободный, защитник, стена, у всех по-разному у тюрков. Хорошее, говорят, имя. И вот есть такой момент, что имя нужно соответствовать имени. Мне уже спрашивали: ты готов? Взял на себя такое имя, вот, готов. Под эгидой столетия якутской автономии Эркин реализовал проект «Дружба народов». Это автопробег Санкт-Петербург-Якутск, а также сбор земли с каждого региона. 22 контейнера земли с разных регионов России были привезены и переданы Дому дружбы имени Кулаковского. Марферина Алексеева, Артем Алексеев, Якутск. Что ж, на этом первый рабочий день этого года мы встретили. Впереди нужно его еще прожить. А завтра мы с вами вновь увидимся, конечно же, в эфире телеканала «Якутия-24». «Утро Якутии» вновь будет готово проводить вас и встретить с вами наступивший день. Хорошего вам сегодня настроения, сил продержаться этот день, и до встречи завтра. Ну а для тех, кто уже скучает по новогодним праздникам, прямо сейчас, думаю, будет неплохо закончить наш эфир красивыми видами просто Нового года.